Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Андрей, и в этом видеосюжете я расскажу вам об основных технологиях деревянного домостроения. Деревянные дома всегда были и будут популярными благодаря своей экономичности и экологичности. И для того, чтобы выбрать оптимальный материал дома, нужно знать его преимущества и недостатки. Мы рассмотрим плюсы и минусы домов из ацилиндрованного бревна, бруса обычного и профилированного, каркасно-щитовые дома и дома из СИП-панелей. Дом из ацилиндрованного бревна состоит из бревен, обработанных на специальном станке. И для начала рассмотрим плюсы. Первое. Дом из ацилиндрованного бревна внешне привлекателен. И чем больше диаметр бревна, тем солиднее вид дома. Второе. Материал экологичен, не способствует развитию аллергической реакции и безопасен даже для самых маленьких детей. Третье. Технология сборки сруба проста. Бревна уже имеют специальные пазы и собираются как конструктор, поэтому дом строится достаточно быстро. Четвертое. И самое важное – экономичность. Вам не придется тратить деньги на внешнюю и внутреннюю отделку за счет естественной красоты бревна. К минусам материала можно отнести. Первое. Усадка. 70% усадки происходит в первые 1,5 года строительства. В этот период из пиломатериала выходит основная избыточная влага. Второй этап усадки происходит в процессе отапливания дома в течение года. Поэтому не рекомендуется первый год делать внутреннюю и внешнюю отделку. Монтаж окон и дверей производить в обсадных коробках минимум через 6 месяцев для того, чтобы не испортились их конструкции. Второе. В доме из ацилиндрованного бревна средние показатели энергоэффективности. И для того, чтобы было тепло, нужно выбирать диаметр бревна не менее 30-32 см. Также поможет теплоизоляция стыков. Третье. После усадки могут появиться зазоры, поэтому все стыковые элементы нужно проконопатить и теплоизолировать. Четвертое. Бревно, как и любая древесина, трескается, вследствие чего показатели тепла уменьшаются. Пятое. Нужна обязательная конопатка дома. Дом имеет много стыковочных элементов, это так называемые мостики холода. Шестое. Обязательная обработка от паразитов, плесени и гниения. Все элементы бревен, прошедшие фрезеровку, имеют открытые поры в древесине, поэтому обработка просто необходима. Так как дома из ацилиндрованного бревна в большинстве случаев не отделываются, то электропроводка и трубы отопления будут открытого типа. Подведя итог, можно сказать, что ацилиндрованное бревно великолепно подходит для строительства небольшого дома, дома временного проживания или бани. Для сезонных домов лучше использовать бревно диаметром 22-24 см, а для хозпостроек диаметром 18-22 см. В холодный период времени дом быстро остывает из-за малого сечения бревна и продуваемых перерубов с множеством мостиков холода. Теперь перейдем к домам из бруса. Брус – это бревно со стесанными краями. Брус бывает обычный, нестроганный и профилированный. Плюсы обычного бруса – это экономичность, экологичность и простота. Первое – экономичность. Строительство дома не требует больших первоначальных затрат. Дом строится поэтапно. Второе. Экологичность. Материал не способствует развитию аллергической реакции и безопасен даже для маленьких детей. Третье. Простота монтажа и короткие сроки строительства. Дома из бруса строятся довольно-таки быстро. Минусами обычного бруса является: первое. Необходимость дополнительной теплоизоляции. Чтобы в доме было тепло, необходимо его дополнительно утеплить. Второе. Усадка. 70% усадки происходит в первые 1,5 года строительства. В этот период из пиломатериала выходит основная избыточная влага. Второй этап усадки происходит в процессе отапливания дома в течение года. Третье. Затраты на отделку. Дом требует внутренней и внешней отделки, так как эстетически не выделяется. Вообще, это проверенная временем и надежная технология. Дома из бруса подходят как для сезонного, так и для постоянного проживания. Технология не требует больших первоначальных затрат и подходит для людей, выбирающих поэтапное строительство. Профилированный брус. Выглядит он точно так же, как и обычный, но имеет дополнительные пазы, замки. Плюсами такого бруса является: первое. Внешняя привлекательность. Дом из такого бруса выглядит красиво. Второе. Экономичность. Не требует дополнительных затрат на отделочные работы. Третье.
Экологичность, так же как и предыдущие варианты, не вызывает аллергической реакции и безопасен даже для самых маленьких детей. Четвертое. Хорошая звуко- и теплоизоляция. Показатели выше, чем у обычного бруса за счет пазов замков. Такой дом будет теплее. Минусы профилированного бруса. Первое. Риск покрытия трещинами. Даже доски, обработанные промышленным путем, могут покрыться трещинами, что в результате ухудшит показатели теплопроводности. Второе. Обязательная обработка от паразитов, плесени и гниения. Все элементы бруса, прошедшие фрезеровку, имеют открытые поры в древесине, в которых они могут образоваться. Третье. Обязательная обработка огнебиозащитным составом с колирующим эффектом, для того, чтобы древесина не потемнела, а обрела изящный вид. Четвертое. Усадка. 70% усадки происходит в первый год строительства. Второй этап усадки происходит в процессе отапливания дома в течение года. Пятое. Дороже обычного нестроганного бруса. Шестое. Внешняя разводка инженерных коммуникаций. Провода и коммуникации будут видны. Вывод следующий. Качественно изготовленный брус не требует внутренней и внешней отделки. Важно подбирать толщину стен, исходя из климатических условий, поэтому основные затраты будут на отопление дома. Для дома сезонного проживания рекомендуется брус толщиной 150 мм, постоянного проживания 200 мм. Технология отлично подойдет людям, которые в ближайшие годы планируют заселиться в дом, не затрачивая много денег на строительство. Следующий вид – каркасно-щитовые дома. Они набирают популярность. Возводятся каркасно-щитовые дома достаточно просто. Сначала монтируется каркас из стоек и поперечников, затем на него монтируется утеплитель и ОСП-панели. Плюсы каркасной технологии. Первое. Это высокие показатели энергоэффективности. В таких домах тепло на протяжении всего года. Второе. Дома не усаживаются. Строятся они из сухого пиломатериала и заезжать можно сразу после постройки дома. Третье. Скрытие коммуникаций. Довольно-таки удобно скрыть трубы, кабеля и вентиляцию. Четвертое. Короткие сроки строительства. На простые проекты может уйти 2-3 недели, а на сложные 2-3 месяца. Пятое. Разнообразие проектов. Данная технология позволяет работать с различными архитектурными решениями. Шестое. Экономичность. Стоимость дома по итогу чуть ниже, чем у брусовых вариантов. Минусы каркасно-щитовых домов. Первое. Вентилирование. Использование качественных панелей исключает наличие щелей, поэтому нужно заранее продумать вентиляцию. Второе. Обязательная обработка пиломатериала от вредителей и огнебиозащитным составом на стадии строительства. Третье. На стадии проектирования необходимо продумать места расположения громоздких навесных конструкций типа кухонных ящиков, для того, чтобы сделать закладные. Таким образом, данная технология великолепно подходит для дома сезонного и постоянного проживания, но не рекомендуется использовать ее для дома периодического проживания. Применяется сухая древесина и утеплитель, а при резких перепадах температуры возникает конденсат, который испортит утеплитель и каркас дома. Каркасная технология отлично подойдет для быстрого строительства дома, сезонного и постоянного проживания при небольшом бюджете. И, наконец, рассмотрим СИП-панели. СИП-панели – это несущие элементы для возведения домов и других конструкций, которые изготавливаются из влагостойкого ОСП и пенопласта. Чаще всего они монтируются на каркас из бруса. Плюсами данной технологии являются: первое. Скорость возведения. Коробка дома монтируется 2-3 недели, а вся работа от фундамента под кровлю занимает 1-2 месяца. Второе. Высокая энергоэффективность. Дом будет очень теплым. Третье. Небольшой вес готовых конструкций, а это значит, что требования к фундаменту будут не слишком строгими и можно подобрать недорогой вариант. Четвертое. Прочность. Для соединения панелей используется брус или сдвоенная доска. Пятое. Экономичность. По итогу всех работ выходит чуть дешевле, чем дома из бруса. Минусами СИП-панелей можно назвать: первое. Вентилирование. В доме практически отсутствуют щели, поэтому нужно заранее продумать вентиляцию. Второе. Низкая звукоизоляция. Может понадобиться монтаж дополнительных звукоизолирующих материалов. Третье. Средний уровень экологичности. При изготовлении используется клей для соединения слоев. Чаще всего это клейкие эмульсии из полиуретана.
Поэтому необходимо выбирать экологически чистые СИП-панели. Дом из СИП-панелей прочный и очень теплый. При строительстве обязательно использование экологически чистых СИП-панелей с европейским классом эмиссии формальдегида Е1. Данную технологию выбирают люди, которые планируют очень быстро решить жилищную проблему с минимальными затратами. Ну что ж, дорогие друзья, я рассказал вам о плюсах и минусах основных технологий деревянного домостроения. Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки. Выбор остается за вами. С вами был Андрей Нутрихин. Удачного вам домостроения!